Программа «Пациент в эфире». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о кожных заболеваниях и познакомим вас с молодым доктором, который их лечит. Как известно, кожа является самым большим органом нашего тела, и ее масса примерно в 3 раза превосходит массу печени, а это самый крупный орган в организме. Кожа защищает тело от грязи и возбудителей болезней, таких как бактерии, вирусы, грибки и свободные радикалы, защищает от сильной жары и холода. В коже вырабатывается витамин D3, без которого невозможно нормальное строение костей. Но, увы, и кожа подвергается заболеваниям. Некоторые из них не лечатся и приводят к печальным последствиям. Поэтому при первых симптомах необходимо обращаться к специалисту, а лечит кожные заболевания врач-дерматолог. В случае необходимости, уважаемые пациенты, обращайтесь в республиканский кожвендиспансер. Врач-дерматолог Екатерина Анчебадзе родилась в Сухуми, но школу закончила в Санкт-Петербурге. Затем поступила в Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, который окончила в 2016 году. Говорит, учиться было нелегко, и в первое время одолевали сомнения, ту ли профессию выбрала. И только тогда, когда поступила в интернатуру по специальности дерматовенеролог, все сомнения остались в прошлом. По словам Екатерины, еще один аргумент в пользу выбора данной специальности. От кожных заболеваний люди умирают редко. Как я выбирала свою профессию, да, я выбирала все-таки профессию, где маленькая смертность, да, ну, то есть в дерматологии, в принципе, как, ну, там, не будем брать, конечно, там тяжелые заболевания, никто не умирает. В дальнейшем собиралась работать в косметологии, конечно, я и закончила косметологию, но как-то в дальнейшем мне захотелось уйти больше в дерматологию. В 2018 году Екатерина Анчебадзе переехала жить в Сочи и 5 лет проработала в кожно-венерологическом диспансере. 2 года назад она перебралась на родину и сразу же начала работать в республиканском кожвендиспансере. Коллектив замечательный, принял меня тепло, и я с удовольствием хожу на работу, говорит доктор. Жизнь в городе сказывается на коже. На нее влияют климат, вода, солнце и, конечно же, есть характерные особенности для жителей южных стран, говорит Екатерина. Если брать по заболеваниям, то в южных странах, да, это Сочи, Абхазия, развиты очень грибковые все заболевания. Это связано с теплым климатом. То есть наши патогенные грибы, да, грибковые все заболевания, они на югах, конечно, более активные. Ну и в принципе в последнее время мы наблюдаем рост различных дерматозов. Если брать подростков здесь в Абхазии, да, то большое количество заболеваний угревой болезни. То есть это у детей от 12 лет и взрослых до 24. К сожалению, они приходят уже с тяжелой формой акне. Но это связано, конечно, с самолечением, несвоевременным обращением к дерматологу. Ну и, конечно, в последнее время еще мы наблюдаем рост чесотки. Я не могу сказать конкретно, с чем связано, но действительно пациентов очень много, особенно детей, у младенцев, акропустулезная. Может быть, конечно, это связано с условиями жизни, да? Гигиеной, конечно, может быть связано, хотя, как правило, вот тоже наблюдаю, что чесотка бывает у людей как раз-таки у чистоплотных, да, но, опять же, у многих дома старые, да, старая мебель, да, она передается тесным контактом, да, то есть, вот если, например, мама спит с ребенком, как правило, в 90% случаев будет заражение. Ну вот, а какие меры, допустим, необходимы? Меры гигиены, конечно. Во-первых, стараться чаще мыть руки, ну это во все времена, это понятно. Стараться делать влажную уборку чаще, да, использовать дезинфицирующие средства, ну и меньше контактов. Стараться вот эти вот рукопожатия, объятия поменьше исключить.
Кожа выполняет важнейшие функции. Будучи прочной и упругой, она защищает и предохраняет ткани и органы от механических повреждений, вызываемых давлением, трением или ударами. Предохраняет организм от излишней потери воды, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, проникновения болезнетворных бактерий и вредных веществ. Участвует в терморегуляции организма путем изменения диаметра кровеносных сосудов, а также благодаря наличию жирового слоя, снижающего теплоотдачу, усиливает теплоотдачу путем потовыделения. Дерматологические заболевания, как правило, легче выявить, чем какие-либо другие, ведь они проявляются непосредственно высыпаниями на кожном покрове. Среди них акне, себорея, анихомикоз, розация, псориаз. Эти заболевания вызывают множество неприятных моментов, а некоторые из них не лечатся. Если взять псориаз, да, всем известное заболевание, одно из самых тяжелых видов дерматозов, может уйти в ремиссию, полностью, к сожалению, сказать, что вот вы псориаз вылечите, такого нет. И лекарства пока не придумали такое. Ну а с чем связан псориаз? Псориаз – это аутоиммунное заболевание, как правило, генетически, да, то есть в 70% случаев это у нас генетика. Ну и, конечно, какие-то провоцирующие факторы, это какие-то вирусы после перенесенных заболеваний, стресс, как правило, да, то есть это все такая вот взаимосвязь. Если брать псориаз, да, мы смотрим ревматоидный фактор обязательно. Вообще, в принципе, в Сочи, да, у нас такие пациенты наблюдались с ревматологами, да, псориаз, ревматологами прям тесно. Всегда направляются пациенты на общий анализ, да, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический. Мы всегда отправляем таких пациентов на УЗИ печени, поджелудочной железы, так как псориаз, он, к сожалению, поражает внутренние органы. И смотрим обязательно на ногти. Вот если вы, кстати, видите на ногтях точки, да, такие глубокие точки, это такой называемый симптом наперстка. Да. Вот при псориазе, как правило, он очень часто бывает. В общем, псориаз, да, он такой тяжелый, сопровождает с собой такие последствия. Если форма псориаза не слишком тяжелая, то обычно успешным средством лечения является применение местной терапии. При тяжелой форме необходимо использование целого комплекса терапевтических мероприятий, сочетание медикаментозного лечения, наружных средств и физиотерапии. При псориазе очень важно выбрать правильный курс лечения и найти опытного дерматолога, который назначит лечение с учетом особенностей пациента. Как аутоиммунные кожные заболевания, существуют и вирусные, такие как бородавки, дерматиты, герпетические инфекции, опоясывающий лишай. Инфекционные кожные заболевания, различные дерматиты, конечно. Если брать рожистое воспаление, да, оно как бы и считается наше заболевание, но в то же время его лечат хирурги, да, то есть сосудистые хирурги. Не могу сказать, что часто я здесь встречала это заболевание, может быть, 1-2 пациента за все время. Нет, такого вот прям инфекционного генеза не наблюдала. Вот именно грибковая, да. Да, грибковая, и у подростков угревая болезнь. Вот это мы наблюдаем чаще всего. И различные дерматозы. А вообще что провоцирует кожные заболевания? Если говорить о, например, угревой болезни, да, в принципе, кожу всегда провоцирует питание. Кто бы что ни говорил, да, питание всегда провоцирует. То есть неправильное питание, неправильный уход за кожей. Вот вы чувствуете, что у вас, например, кожа сухая, да, ее, конечно, надо сразу начинать увлажнять, использовать эмолленты растительного происхождения, защищать кожу правильно. Вот, и внешние и внутренние факторы, как и всегда, провоцируют. Кстати, последние исследования подтвердили, что грибковая инфекция наносит вред всему организму. Грибок выделяет токсические вещества, провоцируя аллергические реакции и снижение иммунитета. Поэтому резко повышается риск развития многих тяжелых заболеваний и даже раковых опухолей. Пациент с грибковым заболеванием является источником инфекции для членов своей семьи. Заражение происходит примерно в 70% случаев. Симптомы грибковых заболеваний ногтей требуют профессиональной диагностики. Только врач-специалист, проанализировав соскоб с ногтей и кожи, может поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. Конечно,
одно из самых тяжелых заболеваний кожи – это у нас красная волчанка. Но, проживая в Абхазии 2 года, наблюдала одну пациентку. Ну, заболевание тяжелое, аутоиммунное, к сожалению, тоже лечению не подлежит. Ну и, конечно, сопровождаются и проблемы с внутренними органами. Проблема с суставами, проблема с печенью, опять же, раздражительность, психоз. В целом, то есть начинаются проблемы со всеми органами. То есть, возможно, тоже после какой-либо перенесенной инфекции, да, после вирусов, ну и, опять же, генетика. Загрязненная окружающая среда, курение, употребление алкоголя, неправильное питание, сидячий образ жизни – все это приводит к различным кожным заболеваниям, в том числе. Стресс также одна из составляющих нашей жизни, оказывающая влияние на кожу. Гормоны стресса вызывают сужение кровеносных сосудов. Микроциркуляция крови в поверхностных слоях кожи замедляется, вследствие чего и появляется сыпь на коже. Вы знаете, любое кожное заболевание, ну не любое, имеется в виду псориаз, например, да, псориаз на фоне стресса, и очень часто наблюдаем аллергический дерматит, аллергические крапивницы, да, тоже, кстати, очень частое явление в наше время. Очень много пациентов приходят именно с аллергической крапивницей. С чем связано, я не могу сказать, да, то есть это и экология, питание, ну, все вместе, но стресс. Люди, к сожалению, как мы все находимся в постоянном стрессе, да, у кого-то бытовой стресс, а у кого-то какие-то более тяжелые психосоматические состояния. Пациенты с опоясывающим герпесом, вирус герпес зостера, таких пациентов мы тоже наблюдаем, и их большое количество. Опять же, герпес можно подхватить очень просто от обычного даже переохлаждения, да. Как правило, не сопровождает, как можно понять, что это герпес, да? И вот если вы увидели, что на теле у вас высыпания, которые сопровождаются болью, жжением, то это, скорее всего, опоясывающий лишай вирус герпеса зостера, который поражает нервную систему. Как правило, мы наблюдаем их совместно с неврологами, да, и с инфекционистами. Вот если кто-то из членов семьи заболел вирусом герпеса, да, вы можете для профилактики пропить противовирусные препараты. Например, тот же ацикловир. 2-3 дня пропить, ну и исключить контакт с этим человеком. Дерматологические заболевания нельзя пытаться лечить самостоятельно. Многие из них бывают вызваны вирусами, бактериями или грибками. Некоторые кожные болезни связаны с нарушением работы внутренних органов. В таких случаях требуется целый комплекс лечебно-диагностических мероприятий под контролем квалифицированного специалиста. Ну, конечно, в первую очередь мы смотрим на образование, да. Если у вас на теле видите какие-то непонятные родинки, конечно, лучше обращаться сразу к дерматологу для того, чтобы исключить более тяжелые заболевания, там, ту же меланому, базалиому, потому что на ранних стадиях это все легко убирается без каких-либо последствий. Ну, как правило, угревая болезнь – это все-таки генетический фактор. То есть 70% генетически угревая болезнь переходит. Что могу сказать молодежи? Вовремя обращайтесь. Если вы видите на коже более 10 воспалительных элементов, то не занимайтесь самолечением, обращайтесь к дерматологу во избежание потом дефектов кожи. Потому что, к сожалению, пациенты приходят уже в стадии 3-4, да, когда уже появляются рубцовые изменения, поствоспалительные элементы, которые наружной терапии уже, к сожалению, не лечатся. Вот, то есть там уже дальше идет, ну, какой-то процент, конечно, уходит, но все равно остальное уже лазерной шлифовкой. Вот, так что лучше до этого не доводить, приходить вовремя. Ну, знаете, бывает просто тоже от родителей много зависит. Думают, подростковое пройдет, к сожалению, не всегда проходит. Ну и, конечно, очень сильно на психику ребенка это влияет. Мы все, к сожалению, грешим едой, да, то есть это фастфуд, газированные напитки, сладкое. Да, если читать наши клинические рекомендации, да, нам говорят, что не влияет. Но, как показывает практика, как ты смотришь, ну, наблюдаешь пациентов, конечно, мы наблюдаем, что питание все-таки влияет. Что основное? Что такое угревая болезнь? Да, это нарушение сальных желез, да, поэтому провоцирует молоко,
в чистом виде. Мы его исключаем полностью. Углеводы мы исключаем, то есть из углеводов мучное, жирное, фастфуд полностью. Вот. Ну, то, что основное. Конечно, на время, не то чтобы на всю жизнь, нет, но на время, на какой-то период лечения. Большинство дерматологических болезней не несут угрозы жизни, но их проявления доставляют пациентам серьезные неудобства. Зуд, угри, сыпь, покраснение и другие внешние симптомы скрыть невозможно. Кожные заболевания приводят к психологическому дискомфорту и становятся причиной потери аппетита, нарушения сна и снижения иммунитета. Отсутствие лечения может привести к осложнениям, так как патологии кожи обычно быстро развиваются и могут спровоцировать нарушения в работе внутренних органов. Посещение врача-дерматолога рекомендуется при следующих проблемах: повышенной жирности кожи, сухости и шелушения, изменения цвета кожных покровов, при появлении бородавок и новых родинок. Впереди у нас лето, да. Не забываем, первое, что хочу сказать, мы все это забываем, не забываем кожу защищать, убираем солнцезащитные крема, стараемся выбирать такие более натуральные, фактор защиты 50 используем, ну и, конечно же, пара насекомых, клещей, если вдруг вас укусил клещ, да, самостоятельно лучше это не убираем, обращаемся к специалисту. Если вы где-то находитесь в горах, у вас нет, да, связи, вы не можете обратиться к врачу, что нужно делать? Возьмите с собой обязательно маленькую аптечку, пусть в этой аптечке будут антибиотики широкого спектра, антигистаминные препараты и глюкокортикостероиды, пусть это будет даже хотя бы одна ампула дексаметазона. Конечно, без назначения врача, как правило, не хочется что-то делать, но в таких случаях во избежание боррелиоза, да, лучше, конечно, это иметь. Потому что очень много случаев, когда пациенты начинают самостоятельно вытаскивать клеща, они оставляют свои щупальца, ну и, естественно, боррелиоз, заболевание уже тяжелое, инфекционное, лечится тяжело. Ну, даже взять обычные укусы насекомых, да, комаров, они какие-то у нас тут очень ядовитые, не щадят ни детей, ни взрослых, поэтому очень много аллергических реакций. Что надо сделать? Ну, первое, конечно, прием антигистаминных препаратов по возрасту. Я думаю, что тут даже не нужно ждать приема врача. Сразу принимаем антигистаминный препарат, ну, а там дальше уже обращаемся. Ну, дома используем, конечно, от комаров, репеллеры всякие различные. В современной медицине для лечения кожных заболеваний используются новейшие хирургические методики, медикаментозные средства и физиотерапевтические процедуры. Иногда пациенту бывает достаточно медикаментозного лечения. В зависимости от вида, локации и стадии развития патологии могут быть назначены противовоспалительные, противовирусные, противогрибковые препараты, средства для укрепления иммунитета. В некоторых случаях требуется курс инъекций и капельниц. Для лечения многих нарушений применяются наружные средства – мази, кремы, гели и аэрозоли. Хирургическое вмешательство необходимо для удаления доброкачественных новообразований – папиллом, кандилом, бородавок, проявлений контагиозного моллюска и других. Главное – вовремя обратиться к специалисту. Основное просто своевременное обращение к дерматологу, то есть не тяните, видите, что у вас какое-то образование непонятное, видите, что у вас высыпания, которые не проходят. Конечно, лучше вовремя обращаться. В Абхазии еще, к сожалению, очень любят народную медицину. Я не против народной медицины, но все-таки, может быть, в какой-то профилактической, да, дозе возможно, но не в качестве лечения. Лучше, конечно, обращаться сразу к врачу. И неважно, это дерматолог. Если вас беспокоят боли в животе или что-то другое, лучше обращайтесь сразу к специалисту. Потому что на начальных этапах все лечится, все поправимо, как правило. Кожа – это отражение всего, что происходит с организмом. И при любых проблемах с кожей рекомендуется проверять общее состояние здоровья, а не пытаться решить проблему самостоятельно. Помните, кожа – это зеркало организма. Серьезное отношение к изменениям на коже помогает быстрее выявить и внутренние проблемы. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!